Несмотря на то, что в средствах массовой информации очень часто обсуждается тема о противодействии пыткам, число людей, подвергшихся жестокому обращению, постоянно увеличивается. Институт демократии в партнерстве с Национальным институтом женщин Молдовы и медиацентром Приднестровья при поддержке Европейского Союза провели мониторинг о ситуации в Республике Молдова, связанной с пытками и жестоким обращением за последние 2 года, который был представлен 20 января на пресс-конференции в Кишиневе. В рамках проекта были открыты 3 центра бесплатной юридической, психологической помощи жертвам пыток, которые оказывают многочисленную помощь, когда к нам обращаются. И также участвовали в этом мониторинге, в том числе вместе с группой экспертов. Также в рамках проекта была проведена серия семинаров среди сотрудников пенитенциарных учреждений, полиции, психиатрических больниц для повышения их осведомленности о том, что если они будут применять пытки или другое жестокое обращение, то за это идет ответственность, в том числе и уголовная, потому что мы считаем, что они должны это знать. Отметим, что уже прошло у нас 60 семинаров с сотрудниками ведомств, в частности, мы их проводили в различных тюрьмах, в Национальной пенитенциарной администрации и в других местах. Также хочется отметить, что согласно данным Генеральной прокуратуры, произошло резкое увеличение числа лиц, подвергшихся жестокому обращению. В частности, от 569 случаев в 2017 году до 830 случаев в 2019 году. В то же время, опять же по данным прокуратуры, количество актов уведомления относительно пыток снизилось с 48 случаев в 2017 году до 13 случаев в 2019 году. Но в то же время количество дел, возбужденных о фактах применения пыток или бесчеловечного обращения, вызывает тревогу. Например, в 2019 году при имевшихся 13 уведомлений о пытках было возбуждено 8 уголовных дел, а в результате 833 жалобы на бесчеловечное унижающее достоинство обращения было инициировано только 51 дел. И также в указанный период лишь 2 человека получили наказание в виде тюремного срока, 9 человек условные сроки, 4 человека штрафы. В отношении 7 человек уголовное дело было прекращено, а 8 человек были оправданы. Вот. Среди наиболее таких конкретных примеров жестокого бесчеловечного обращения мы можем привести то, что из всех 600-700 заключенных 400 содержались на площади ниже 4 квадратных метров, что достаточно мало, как мы понимаем. Я, как уже говорил, в отчете, в мониторинге приведены конкретные примеры и фотографии в том числе. И также хочется сказать, что в самих пенитенциарных учреждениях наблюдается большое число негативных инцидентов, таких как суицид, попытка суицида. Например, если в первой половине 19-го суицида было зафиксировано 4, то в первой половине 20-го 3. Попыток суицида в первой половине 19 года 9, в первом полугодии 20 года 7. В то же время число членов вредительства увеличилось. В первом полугодии их было 283 случая, а в первом полугодии 2020-го, как отмечают авторы мониторинга, их 320 случаев. И если говорить о конкретных пенитенциарных учреждениях, то можем привести номер 13 Кишинев. Там было зафиксировано 73 случая членов вредительства. В номер 12 в Бендерах 38, в номер 11 в Бельцах 36, в номер 17 в Резине 32 и в номер 9 Пронкул 24. Причин много, в отчете они указаны. Это, например, условия содержания, перевод в другое пенитенциарное учреждение и так далее.
Также хочется отметить, что в первом полугодии 2020 года Национальная пенитенциарная администрация зарегистрировала 199 случаев применения физической силы, в то время как за этот период 2019 года было 178. То есть в 2020 году произошло увеличение на 10,55%. Также было зафиксировано 153 случая в первом полугодии 2020 года, в отличие от 140 случаев в 2019 году первой половине, применение особых средств по отношению к заключенным. То есть показатель увеличился почти на 6%. И авторы мониторинга отмечают, что возрастающий уровень применения силы может привести нас к мысли, что охранники предпочитают такую форму санкций, а не альтернативные или поддерживающие неконфликтные ситуации. Как уже говорилось в пресс-конференции, 3 центра юридической и психологической помощи открыты в ходе реализации данного проекта, один из которых у нас в Камрате. Сегодня у нас в студии находится юрист Камратского центра юридической и психологической помощи жертвам пыток Андрей Аладов и психолог центра КСА Евгения. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько актуально сегодня обсуждение этой темы и тема пыток, да, о чем мы будем говорить в сегодняшней передаче, и насколько важно бороться с пытками? Я скажу вам, что на сегодняшний день это очень актуальная тема, так как каждый гражданин нашей республики должен знать, во-первых, свои права, чтобы защитить их, а также права своих близких, родственников, родных, знакомых. Для этого у нас в Гагаузии создан Центр бесплатной юридической и психологической реабилитационной помощи жертвам пыток и жестокого бесчеловечного обращения. Наш центр расположен очень удобно в городе Камрате по улице Третьякова, 21/3. Любой человек, который хочет узнать больше, что такое пытки, желающий защитить свои права и права своих родственников, может обратиться к нам в центр для получения юридической и психологической помощи в области наверное, может противодействия обратиться не пыткам. только физически, но и есть сайт. Могут обратиться, да, не только прийти к нам в центр, могут позвонить на телефон горячей линии. Я сейчас озвучу номер телефона. Наш телефон горячей линии 0298 266 99, а также мобильный телефон 0788 99 110. Каждый желающий может позвонить и получить как по телефону, как прийти к нам в центр, могут письменно обращаться. У нас есть сайт нашей организации, куда могут отправлять электронные письма, где мы в свою очередь окажем им бесплатную юридическую и психологическую помощь. Опять же, повторяюсь, данного рода помощь является безвозмездной, бесплатной для Евгения, всех. как вы считаете, насколько актуальна эта тематика сегодня и насколько важно именно бороться с пытками? Наверное, важно на сегодняшний день, чтобы каждый человек не просто понимал, что его права нарушаются, но и знал, что ему может кто-то помочь. Помочь не просто по-соседски на словах, а правильно оформить документы. Это с юридической точки зрения и с психологической точки зрения поддержать его на всем этапе того, когда он защищает свои права. Ваш центр называется, вы сказали, психологической помощи и реабилитации, да? Центр юридической, психологической и реабилитационной помощи жертвам. Что подразумевается под реабилитацией и как это происходит? Какую помощь более конкретно вы оказываете в центре? Евгения, да. Под реабилитацией более конкретно понимается то, что человек после того, как был подвергнут пыткам, должен социализироваться, должен снова уметь доверять людям и как-то уметь контактировать с другими людьми, не бояться того, что его права будут снова нарушены, что его честь и достоинство будут как-то унижены, либо я сейчас говорю в общих чертах, потому что мы не знаем ту ситуацию, допустим, которая произошла с человеком. Если говорить о реабилитации и помощи, то в нашем центре были случаи, когда всем неизвестный случай в 2019 году, когда наши граждане республики
Молдовы и Гагаузии в том числе, были задержаны в Болгарии. Да, известный случай. Они там были на протяжении 62 дней. Их выслали из страны с депортацией, не объяснив абсолютно, они не нарушали права прибытия, их там задержали, после чего они были оправданы и высланы в свою страну. Все хорошо, все замечательно, мы очень рады, что люди вернулись, но людей оттуда депортировали. Вот на протяжении всего этого времени, 62-64 дней, велась работа с родственниками. Мы все время были с ними на связи, мы им звонили, поддерживали, узнавали. Если у них была какая-то информация, они приходили к нам в офис, делились с нами. Это родственники. А сами люди, которые были за границей? Вот, я об этом и хочу сказать, что высоким показателем уровня доверия оказалось то, что по прибытию в страну и сами сами люди, которые были задержаны, также обратились в наш офис. Им была также оказана психологическая, юридическая, реабилитационная помощь. Проводились индивидуальные консультации, групповые консультации для того, чтобы люди быстрее вышли из состояния стресса и из депрессии, которая, хотим мы или не хотим, в любом случае сопровождала этих людей, так как ситуация, с которой они столкнулись, была нестандартной, так как они понимали, что права их нарушаются, и вообще люди, которые находятся в заключении, либо под стражей, находятся в зоне риска психологического здоровья. Хорошо, вот эти люди, кому вы помогали, да, вот как они себя ощущали? Вот они обратились к вам, вы им психологически оказали помощь. Дальше что? С юридической точки, может быть, какая-то помощь была оказана? Может, как моральную компенсацию какую-то, что-то происходит в этом плане? Нужно понимать, что каждый человек психологически стрессоустойчив по-разному. Одному человеку может понадобиться одна консультация для того, чтобы он понял, какое направление ему дальше выбрать. Другому человеку нужна реабилитация, то есть 1 и более консультаций. Более это может быть и 10, может быть и 5, может быть и 2 года он с периодичностью будет приходить. Это очень все индивидуально. Юрист со своей точки зрения расскажет о том, что как он помогает юридически составить документы. К материальному мы не имеем никакого отношения. Мы можем подсказать, как правильно составить, допустим, какой список документов нужно собрать для того, чтобы оформить социальное пособие, потому что люди, вернувшиеся, допустим, из-за границы или с места лишения свободы, оказываются безработными. Что им дальше нужно сделать? Этим мы можем проконсультировать, конечно, и подсказать, как им быть для того, чтобы у них были хоть какие-то средства, для того, чтобы они могли прожить далее. Давайте уже чуть-чуть продолжим эту тему с теми людьми, которые оказались в такой ситуации. Все знают про этот случай с Болгарией, что оказались, да? Вот с юридической точки зрения, как вы оказывали им помощь, что с ними происходило дальше? Потому что людям это интересно, но вот они не знают продолжение этой истории. После того, как мы узнали, что наши граждане задержаны в Республике Болгария, я вам скажу, что они были задержаны по подозрению в совершении какого-либо преступления. В результате разбирательства, уголовного разбирательства, было доказано, что определенное количество людей было задержано без какой-либо причины. Скажем так, был один и тот не гражданин, не был связан с этими людьми, которые обратились к нам. То есть из 10 человек 9, а это если в 100% соотношении, 90% людей были вот просто рядом, да, оказались не в нужном месте, не в нужное время. Но люди были задержаны на 60 дней, вы говорили, да? Люди были задержаны на 60 дней, где в отношении них применялось жестокое бесчеловечное обращение, выражающееся в том, что плохое содержание было, люди спали на полу, людям не было предоставлена качественная питьевая вода, питание, не было элементарных средств личной гигиены. То есть нарушались их права.
И это были люди нашей Гагаузии, да? Это Или как люди женщины нашего и региона, мужчины? так и соседних населенных пунктов. Люди с юга. Так что мы, в свою очередь, подготовили массу, уйму документов, запросов, жалоб на компетентным органам с целью, чтобы разъяснили людям, как и что это какого, зачем они были задержаны. Мы пытались восстановить их права. Конечно, и исполком Гагаузии подключился, они защищали тоже права наших граждан. Ну, скажу, что по сей день работа ведется, и пока конкретного ответа на этот вопрос. И дело в том, что люди до сих пор считаются депортированными из Болгарии. Также их депортировала и Турецкая республика. То есть данный вопрос на сегодняшний день на весу. Открыт. Да, То есть открыт. вопрос до конца не решен. Нет. Эти люди уже, наверное, не могут вернуться обратно на заработки, где они были. Они депортированы на 5 лет в Болгарии, а в Республике Турция пока срок не поставлен. Но дело в том, что лица, причастные к совершению того преступления, по которому были задержаны граждане, уже осуждены и отбывают свой срок наказания. А вот невиновные граждане пока... Но дело в том, что это не компетенция нашей организации, это компетенция других Это понятно, но вы других оказали уровней им власти. помощь. Да. Вы Все, оказываете что касается юридической, психологической, реабилитационной помощи, Было мы оказано. полностью во всем оказали. Но это тоже немаловажно именно, особенно когда оказываешься в такой ситуации, очень важно, чтобы кто-то поддерживал тебя, особенно отсюда с Гагаузии. И вот как раз мой следующий вопрос, что я хотела задать, вот насколько вот важно, что именно вот такой центр открыт у нас в Камрате. Это на всю Гагаузию, я так понимаю, да? Других центров нету. Данный центр открыт регионально на юге Молдовы. Это, конечно, очень большой плюс, что он находится в Гагаузии, именно в Гагаузии находится. Но к нам обращаются полностью со всего юга Молдавии. Таких 3 центра. Один в Гагаузии, один в Молдове, в Кишиневе, другой в Бельцах. Получается, это как Республика Центр Молдова разделена север-юг, на да? 3 сектора. Наш центр обслуживает весь юг. Мы оказываем помощь не только жителям Гагаузии, но и жителям других регионов. Ну, Если так получается, что к нам приходят письма откуда-то с севера Молдовы, допустим, человек зашел в интернет, увидел наш адрес, первый написал нам, то мы уже из-за территориальности, из-за того, что мы не можем, допустим, сходить туда, просто переадресовываем нашим коллегам по территориальности, чтобы они могли оказать помощь. Для удобства, для оказания удобства. быстрой юридической и психологической помощи по территориальности. Так А как кто является вот вашими бенефициарами? Кто к вам обращается? Более конкретно, если можно. К нам могут обратиться и обращаются любые граждане, независимо от возраста, вероисповедания, каких-то экономических, физических своих возможностей. Любой гражданин, который постучал в нашу дверь, позвонил нам на горячую линию, это уже наш возможный бенефициар. Уже другой вопрос в том, что не каждый человек понимает, что мы оказываем помощь людям, которые подходят под понимание жертвы пыток. Обращаются жертвы домашнего насилия, либо нужно наследство правильно оформить. Мы уже просто их переадресовываем в правильные компетентные органы, да. Люди, которые много могут таких им помочь. заявлений вам поступает? Ну, к примеру, если можно. Ну, давайте начнем с того, что за 3 года существования нашего центра, я приведу маленькие цифры, так, чтобы за 3 года существования нашего центра в 2018 году, когда мы только начинали работать, к нам в центр обратилось 137 человек. Из этих 137 человек 5 дел имело продолжение. Это 5 дел, это заявление жалоб граждан, которые мы перенаправили компетентным органам для рассмотрения в соответствии с законом Республики Молдова. В 2019 году к нам обратилось уже 357 человек, из которых 28 дел имело продолжение. В 2020 году к нам обратилось 271 человек,
12 дел имело продолжение, но как вы знаете, что такая серьезная эпидемиологическая ситуация у нас в стране сложилась, но мы не опускаем руки. К нам поступают, если граждане не приходят, то к нам поступают телефонные звонки, к нам поступают письма из пенитенциарных учреждений, письма от простых граждан, и мы оказываем им помощь, юридическую, психологическую. То есть, как я и говорила в начале нашей передачи, число заявлений, число жертв у нас растет, раз у вас появляется больше и больше заявлений. Конечно, да? И смотреть, как моторика развития. В первый год у нас было, нас не знали, потом мы проводили определенную работу по информированию, снимали телепередачи, проводили лекторы, проводили лекции, раздавали информативные материалы в населенных пунктах, где мы говорили о работе нашего центра. Соответственно, нас сейчас знают уже многие. Если раньше мы, например, в 2018-2019 году получали с пенитенциарных учреждений 12 писем, на сегодняшний день мы получаем уже от 40-50 писем. Конечно, не все письма можно это квалифицировать как жестокое бесчеловечное обращение или пытки, но есть компетентные органы, куда мы передаем данные жалобы. Это у нас есть Генеральная прокуратура Республики Молдова, Национальная пенитенциарная администрация, которая соответствующим образом рассматривает данные жалобы и принимает решения в соответствии с законом Республики Молдова. А вот давайте поговорим немножко о тех заявлениях, которые поступают вам из тюрем. Да? Вы и сами ходите, общаетесь с этими людьми, да? Или как это у вас происходит? Дело в том, конкретно что пример, если можно. В основном у нас общение происходит письменно с нашими бенефициарами, которые находятся в таких учреждениях, в пенитенциарных учреждениях, отбывают свой срок ранее совершенное преступление. На что они жалуются? В основном жалуются на жестокое бесчеловечное обращение со стороны работников администрации пенитенциарных учреждений. Я могу привести короткие примеры, такие. Значит, к нам обратился бенефициар с жалобой, что в отношении него и других лиц, которые отбывают заключение за ранее совершенные преступления, в пенитенциарном учреждении принимается жестокое бесчеловечное обращение, выражающееся в том, что плохое содержание, значит, вода плохого качества, постоянно в камерах горит свет, играет музыка, плохая вентиляция, плохое питание, плохое условие содержания, плохая, то есть гигиена. Нет, гигиена в помещениях. Нет условий для личной гигиены. И вот дело в том, что мы рассмотрели данную жалобу и перенаправили ее Национальной пенитенциарной администрации. Наше заявление, а также заявление данного гражданина было Национальной пенитенциарной администрацией рассмотрено. По данной жалобе была проведена проверка в вышеуказанном пенитенциарном учреждении. Получен как наш бенефициар, так и наш центр получили ответ на 6 листах. В результате данной проверки улучшились условия содержания заключенных. Это в каких тюрьмах? Или... Здесь на юге у нас. На юге, да? Не будем указывать, какой именно тюрьме, пенитенциарном учреждении это было. Но дело в том, что понимали, о чем идет речь. Благодаря нашей инициативе была проведена проверка и улучшились условия содержания данных заключенных, наших бенефициаров. Вот ваш бенефициар потом вы с ним связываетесь? Вот, постоянно. Давление, я имею в виду, вот все-таки это тюрьма, да? Потом на него не оказывается больше давления со стороны руководства? Соответственно, дело в том, что получается так, что если человек умеет защищать свои права, то он и в тюрьме живет хорошо, и везде. Дело в том, что уже, можно сказать так, приватно сказано, уже боятся с ним связываться, потому что человек знает свои права, и с ним уже труднее, в отношении него уже труднее применять и пытки, и жестокое бесчеловечное обращение. Так что... Я хочу отметить тот момент, что сейчас зрители, которые нас слушают и видят, могут подумать о том, что люди сидят в тюрьме, а мы занимаемся какой-то ерундой, защищаем их права. Я хочу сказать, что человек уже отбывает
свой срок наказания за содеянные преступления. Ну, смотрите, в тюрьмах же тоже люди сидят. Да, и Дело нужно в том, понимать, что- да, вот этот момент того, что там от тюрьмы не зарекайся, каждый из нас, каждый наш родственник, не дай бог, ни в коем случае, но может там оказаться. И человек уже наказан тем, что он не может общаться со своими близкими, не может проводить с ними время. Нужно задуматься о том, каким он выйдет из этого пенитенциарного учреждения, озлобленным на всех и будет жить среди нас вот таким... И совершать дальше преступления. Да? Или поймет, что да, у меня был... Совершил поступок, да, за который я отбыл наказание, и теперь я хочу жить полноценной жизнью, быть гражданином общества, и наравне со всеми, и, да, просто продолжать жить. Вот и все. Именно поэтому мы говорим о том, что нарушаются права людей, которые находятся в пенитенциарных учреждениях. Они тоже прежде всего люди. Каждый гражданин Республики Молдова имеет одинаковые права, и для каждого закон гласит одинаково. Угу. Скажите, вот такой вопрос я хочу задать, не знаю, если сможете ответить и нет. Какова роль неправительственных организаций вот именно в предупреждении пыток? И меня интересует, есть ли вот различия вот у нас. Я не хочу, конечно, сейчас делить мы и Приднестровье, но в пресс-конференции говорилось о том, что там немножко сложнее ситуация, да? Поэтому я вот хочу ваше мнение узнать. Замечаете ли вы, есть ли вот разница? Вот вы помогаете людям, которые в тюрьмах, как в Приднестровье? Вот ощущается вот эта вот разница, и наблюдаете вы за этим? Есть какие-то изменения? Может, у нас в лучшую сторону, там сложнее? Мы не можем сказать, как там в Приднестровье, но если говорить о нас, то роль НПО в том, чтобы они открыли глаза на какую-то проблему. То есть, если о проблеме не говорить, то как будто ее и нет. Вот все знают, что она есть, но она замалчивается. И вот именно НПО открывает всю эту проблему, показывает, что да, она на самом деле есть. Если о ней не говорить, она никуда не исчезнет. А если мы о ней будем говорить, то люди будут знать, как себя вести. Ведь если человек понимает, что его права будут нарушены, мы ведь не говорим сейчас только в ответ одного лица. Если я знаю, что я нарушу права другого человека, то на меня могут написать заявление или пожаловаться. То, может быть, и я себя буду вести по-другому, зная, что так вести себя нельзя, или что это квалифицироваться будет вот так вот. То есть мы не смотрим только со стороны бенефициара, если можно посмотреть и с другой стороны, того, что люди, зная о такой проблеме, может быть, будут себя вести иначе. Ну, конечно, это абсолютно правильно вы говорите. И я почему затронула тему с Приднестровьем. Просто в пресс-конференции я чуть выше говорила о том, что Институт демократии провел мониторинг совместно с медиацентром Приднестровья. И я просто хочу представить вниманию наших телезрителей отрывок из пресс-конференции, и где Луиза Дорошенко, руководитель медиацентра, тоже рассказывает, какова ситуация в Приднестровье. Смотрим отрывок, потом вернемся к обсуждению. Мы увидели в социальных сетях, вернее, как увидели, наши бенефициары прислали, обратите внимание, на случай жестокого обращения с воспитанниками интерната. Мы посмотрели и выслали ссылку. Мы посмотрели этот видеоролик. Действительно, 31 июля было опубликовано видео, в котором сбежавший воспитанник интерната Глинойская специальная коррекционная общеобразовательная школа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рассказывает о вопиющих случаях нарушения прав ребенка в этом учреждении, буллинга среди воспитанников, применения воспитателями физической силы к несовершеннолетним, сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками, случаи, когда сотрудник интерната заставил бежать, идти впереди едущего автомобиля, раздетого догола несовершеннолетнего воспитанника, что происходило на глазах остальных воспитанников школы. Конечно, мы не могли оставаться в стране. Мы озвучили эту историю на сети и выслали всем ссылку и предложили подготовить письмо, которые мы направили в Министерство
образования, Министерство по социальной защите и труду, прокуратуру, уполномоченному по правам человека в Приднестровье и депутату Верховного Совета Антюфеевой. Это письмо подписали не только мы, но также мы, в смысле медиацентра, но также и несколько членов сети, что, конечно, усилило значимость этого обращения. Мы получили ответы о предпринятых действиях почти от всех перечисленных органов, кроме Министерства по социальной защите и труду, которое не нашло никаких нарушений и прекратило проверку, но из ответа прокуратуры, который мы получили, следовало, что они не согласны с этим и что они информируют нас о том, что проверка будет продолжена. И вот мы считаем, что это очень хорошее достижение. И получается, что результатом вообще вот этого всего стало то, что в Приднестровье будут изучать в интернатах права человека. Сейчас я даже прочитаю, как это звучало. Министерство по социальной защите и труду провело проверку и результатом проверки дало поручение по усилению учебно-воспитательной работы с воспитанниками, направленной на получение знаний в области прав ребенка, а также способов и механизмов защиты прав детей в ПМР. То есть раньше такого не было, и благодаря нашему обращению сейчас будет такая работа проводиться. Это очень важно, потому что в действительности сейчас никто не знает, что происходит в этих интернатах. Это закрытое учреждение. Мы не можем там проводить какой-то мониторинг, и отсутствует какой-то механизм, чтобы мы могли в него включиться. Дети не знают о своих правах, преподаватели не знают о правах ребенка, о правах человека. Поэтому мы очень надеемся, что работа сдвинется. Так, ну что ж, дорогие наши участники, в продолжение темы хотелось бы узнать, вот с какими трудностями вы сталкиваетесь. Все-таки эта тематика не очень, есть какие-то трудности в решении каких-то вопросов во время вашей работы? В начале нашей работы были определенные, конечно, трудности при встрече были трудности. С бенефициарами, да, конкретно? Да, с бенефициарами, которые отбывают срок наказания в каком-либо пенитенциарном учреждении. Ну, на сегодняшний день, можно сказать, связь с Национальной пенитенциарной администрацией налажена. То есть любой наш запрос о встрече с каким-либо бенефициаром удовлетворяется. Так что... Ну вот как раз вот эта разница, что говорила в пресс-конференции Луиза Дорошенко, что у нас, и Андрей Баршевский, по-моему, об этом говорил, что у нас вот есть возможность общаться вот с администрацией, то есть вас пускают в эти заведения, а в Приднестровье немножко сложнее в этом направлении, то есть там еще сложно попадать неправительственным организациям в тюрьмы. Вот. Что по этому вопросу можете вы сказать, с какими трудностями с психологической точки зрения, может быть, вы сталкиваетесь? Я хочу сказать о положительной и отрицательной стороне всей нашей работы. Огромная положительная сторона в том, что люди обращаются, что они понимают, что их права нарушаются, и они хотят защитить свои права. И отрицательное то, что наше общество еще пока не готово открыто говорить о том, что кто именно и как нарушил их права. Сейчас я объясню вам, что я имею в виду. Допустим, мы помогаем бенефициарам, у нас есть огромное количество обращений, но при этом, когда мы просим человека, допустим, придите на передачу, расскажите об этом. Да, было бы очень это интересно. Было бы пример хороший. Люди отказываются, они говорят о том, что мы к вам пришли в ваш офис, потому что были уверены о том, что это будет конфиденциально. Мы не хотим, чтобы о нас узнали где-то в другом месте, потому что это проблема, это мое личное. Да, я вроде как научился с этим жить, я понимаю, что мои права были нарушены или защищены уже, но я не готов
об этом говорить открыто. Конечно, нужно понимать, что в Европе живут более раскрепощенные люди, которые более открыто говорят о своих каких-то личных жизненных моментах. Нужно учитывать менталитет Гагаузии, понимание того, что наш народ более скрытный и не готов к тому, чтобы открываться вот так на людях, настолько быть открытыми к обществу. В любом случае, сдвиг с какой-то энной точки есть. Изменения Мы есть. уже рады, потому что люди приходят, люди обращаются. Даже во время карантина у нас есть огромное количество обращений по телефону, в письменном виде. Люди приходят, обязательно соблюдаются все рекомендации, связанные с COVID-19, но при этом работа ведется, ничего не остановилось. Это большой плюс. Хорошо. Тогда как простой гражданин может защитить свои права в нашей стране? Если у вас есть еще конкретный пример, можете рассказать об этом и подытожим нашу передачу. Дело в том, что расскажу опять же маленький примерчик. К нам поступил звонок по телефону горячей линии, звонила женщина, просила оказать ей юридическую помощь в связи с тем, что ее сын отбывает срок в пенитенциарном учреждении за заранее совершенное преступление и был избит сотрудниками администрации тюрьмы. В свою очередь я пригласил женщину-бенефициара к нам. Совместно нами было принято решение написать жалобу на противоправные действия сотрудников администрации пенитенциарного учреждения. Данная жалоба была направлена по территориальности, где находится это пенитенциарное учреждение. В результате рассмотрения жалобы прокуратуры все виновные лица за совершение противоправных действий в отношении бенефициара были привлечены к ответственности в соответствии с законом Республики Молдова. Хорошо, вот данный проект, вы говорили, что длится уже 3 года, да, и почти подходит к завершению. Вот как и наша программа, да, в целом уже подходит к завершению. Вот что вы можете посоветовать тем людям, которые подвергаются жестокому обращению? Вот напоследок, как бы подытожим нашу передачу. Как они должны себя вести, как они должны себя защищать вот в этом плане? В первую очередь, каждый гражданин должен знать свои права. Если он будет знать свои права, он сможет защитить себя, своих близких, своих родственников и знакомых. Евгения? Конечно, очень многое, к большому сожалению, происходит из-за неграмотности людей. Вот моя рекомендация – повышать свои уровни знания в законодательстве Республики Молдова и еще в каких-то направлениях для того, чтобы мочь отстоять свои права на разных уровнях власти, в разных этапах своей жизни. Хорошо, вот уже последний вопрос. Вот что будет с центром? Завершается проект, да? Как будет жить дальше центр, кто будет финансировать и не закроется ли? Все зависит от финансирования. Так, вот как раз об этом речь. Дальше что? Конечно, работа будет продолжаться. Телефон горячей линии будет еще функционировать определенное время. Я думаю, что будет финансирование со стороны наших европейских коллег. Я думаю, что работа будет продолжаться. Работа будет, гражданам будет разъясняться их права, защищаться их права. Все зависит от финансирования и от... У нас есть желание работать. Да. Если все будет хорошо, то, конечно, мы будем предоставлять дальше услуги. Хорошо, а финансовая помощь вам не поступает от местных наших властей все-таки? Нет, это гранты. Это только на гранты. Европейские гранты? Да, европейские гранты. Ага. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе. Напомню, что обсуждали мы сегодня тему противодействия пыткам с юристом Камрадского центра юридической и психологической помощи Андреем Аладовым и психологом Евгением Кыса. Спасибо вам за внимание. До встречи в эфире. С вами была Елизавета Ротарь.